Добрый день всем. Сегодня мы с вами поговорим о часто задаваемых вопросах о логопедии. Зачем нужен логопед, что он делает? И постараемся ответить на некоторые вопросы, которые касаются именно речевого развития каждого ребенка. Дети с нарушениями речи или развития всегда нуждаются в квалифицированной помощи любого коррекционного специалиста. Но не в меньшей степени им нужна адекватная помощь и их же собственных родителей. И нужно об этом всегда помнить. При подозрении на нарушение или отставание в речевом развитии именно родители начинают бить тревогу и обращаться за помощью к специалистам. Желательно, чтобы в этой ситуации родители активно включались в процесс коррекционного направления работы с ребенком. Никто, кроме мамы, лучше не знает своего собственного ребенка. Его темперамент, его умение сидеть, слушать, его внимание. Никто не знает оптимального подхода к собственному ребенку. Поэтому, конечно же, от мамы, от папы, от всех участников образовательного процесса будет зависеть и то, с каким результатом в итоге выйдет ребенок. Очень часто сталкиваемся с ситуацией, когда родители не подозревают о серьезности нарушений речи, психического развития, считают, что у ребенка все в порядке. Бывает, что родители отказываются от квалифицированной помощи под различными предлогами. И тогда, конечно же, требуются индивидуальные беседы, индивидуальные консультации для того, чтобы убедить или помочь родителям понять целесообразность занятий с ребенком по какому-либо направлению. Сегодня я постараюсь ответить на часто задаваемые вопросы нашим специалистам. Мы сделали небольшую подборку, и в итоге будет готов небольшой справочник, который потом в итоге может быть использован в работе любого специалиста. Или могут воспользоваться сами родители, чтобы понимать, а что же происходит, а надо ли мне это сейчас. Итак, первое. Чем же вопросы? Значит, первый вопрос такой. Чем же занимается логопед? Вопреки расхожему мнению, что логопед занимается только постановкой звуков, хочу сразу сказать, что работа логопеда – это объемный, большой процесс занятий с ребенком не только над постановкой звука. Логопед занимается развитием внимания, зрительного и слухового восприятия, развитием мелкой моторики, развитием артикуляционной моторики, развитием памяти, развитием мышления. Без этого невозможно наладить полноценный образовательный процесс. В задачи логопеда входит также расширение и обогащение словарного запаса ребенка, развитие связной речи, обучение грамоте, исправление грамматических ошибок, развитие речевого дыхания и многое другое. То есть все, что связано с речью, речевыми процессами, мыслительной деятельностью по отношению к речевому процессу, всем этим занимается логопед, в том числе овладение методиками чтения, письменной речи, коррекции устной и письменной речи. Почему? Потому что логопед – это специалист, который знаком и знает и невропатологию, и психопатологию, и патологию органов речи, слуха, глаз и так далее. То есть это достаточно глубокий специалист, который занимается не только постановкой звука. И об этом нужно помнить. Следующий вопрос – это в каком возрасте следует обратить внимание и на речь ребенка, и когда вообще стоит обращаться к специалисту, в частности, к логопеду. Мнение, когда ребенка нужно было приводить именно в 5 лет к логопеду, уже давно устарело. К этому возрасту речь ребенка уже практически, не совсем, но практически сформирована. И благоприятный период упущен. То есть самый благоприятный период развития речи – это примерно от года до 3. И вот в этот период, если не увидеть какие-то нюансы нарушения, то, в принципе, потом нам уже остается только коррекция.
Нужно помнить, что нормой в 3-4 года становится нормальное речевое развитие, когда ребенок говорит предложениями, когда он умеет что-то объяснить, пусть просто, но понятно, когда у него хороший словарный запас. И если вы видите, что есть хоть какие-то отставания, то стоит, конечно же, обратиться уже к специалисту. Почему еще стоит обратиться к специалисту, даже если у вашего ребенка, как вы считаете, нормально развивается речь? Если у мамы были проблемы во время беременности или родов, это либо было кислородное голодание, гипоксия, и это стоит в карточке у ребенка. Если было хоть малейшее обвитие пуповины, если у ребенка был безводный период и так далее, если ребенок наблюдался у невропатолога и тому подобное, то есть все нюансы, которые записываются в медицинской карте. На это нужно обращать внимание. Поэтому в таких ситуациях нужно особенно внимательно следить за становлением речи у вашего ребенка, за постановкой звука, за развитием связанной речи и так далее. И тогда, конечно же, вам не придется слышать вопрос, а где же вы были раньше. Чем раньше по возрасту логопед обнаруживает какие-то речевые нарушения или проблемы с речью, тем легче будет вам их исправить, тем быстрее ребенок придет к норме. Следующий вопрос. Могут ли родители определить, нужен ли ребенку логопед? В принципе, наверное, да, если родители достаточно внимательно относятся к своему ребенку и неплохо подкованы в вопросах логопедии и речевого развития. Для каждого возраста имеется своя норма. К году нормально развивающийся ребенок уже использует лепетные слова, понимает слова, слоги, соотносит их с конкретными предлогами и так далее. То есть он понимает простые инструкции, сопровождаемые жестами. К 2 годам ребенок употребляет уже предложения. Да, маленькие, да, простые, короткие, но он уже умеет ими пользоваться и оперировать своей речи. Он понимает и правильно выполняет различные инструкции короткие. Например, пойди на кухню, принеси чашку. Он имеет хороший словарный запас. К 2 годам ребенок уже правильно произносит изначально физиологически заложенные звуки у ребенка. То есть это П, Б, М, В, Ф, Т, Д, Н, К, Г. То есть такие звуки, которые не требуют сложной артикуляции. Вот если к 2,5 годам у ребенка не сформировалась элементарная фразовая речь, значит его темп речевого развития отстает от норматива. И на это стоит обратить внимание. К 3,5 годам значительно увеличивается количество и прилагательных, и употребление предлогов и так далее и тому подобное. А вот к 5 годам ребенок полностью осваивает обиходный словарь, пользуется различными обобщающими понятиями, умеет квалифицировать и классифицировать. Слова не встречаются по чуть-чуть, то есть уже умеет произносить достаточно сложные слова. Возможно, где-то с заменой звуков, но уже может, и у него уже это получается. Обратите внимание, если речь вашего ребенка значительно отличается от норматива, следует немедленно обратиться к логопеду. Часто родители привыкают к речи своего ребенка и не замечают многих проблем. Поэтому рекомендация нас, как специалистов, конечно же, обращайтесь к специалисту, к логопеду, к дефектологу, просто ради профилактики, чтобы понимать, а действительно ли все в порядке. Рекомендуется посещение логопеда примерно раз в 3 года. Если вы видите и хотя бы понимаете или вам говорят со стороны, что что-то, какие-то проблемы, лучше стоит, конечно же, обратиться раньше. До 3 лет, конечно же, у ребенка формируется речь. Но если вы видите, что ребенок не владеет словами, не владеет фразовой речью, вам стоит бежать
к специалисту, чтобы выяснять проблематику. Далее, если лепет у вашего ребенка угас и первые слова не появились к 2 годам, то стоит немедленно обратиться за помощью к специалисту. Далее, следующий вопрос. Могут ли родители сами исправить речь ребенка? Ну, здесь такой весьма двоякий вопрос, и да, и нет. Нельзя однозначно сказать, потому что на некоторые проблемы, допустим, неврологического характера, двигательного характера, родители могут не обратить внимания, не понимая и не зная сути дисциплин, таких как психопатология, невропатология, клиника интеллектуальных нарушений и так далее. Возможно, для занятий нужно специальное оборудование для вашего ребенка. Возможно, нужны специальные постановочные зонды или какие-то специальные инструменты. Возможно, вашему ребенку необходимо какое-то медикаментозное лечение добавочно, да, или физиопроцедуры. То есть, в принципе, если все нормально у ребенка, то, конечно, возможно. Если есть какие-то хотя бы отклонения, то здесь нужно, конечно, работать со специалистом. Вот для того, чтобы не попасть в такую ситуацию, все-таки стоит подойти к специалистам, пройти полное обследование для того, чтобы понимать, как действовать в данной ситуации. Для того, чтобы не возникало, конечно же, таких вот проблем и попытки исправить речь самостоятельно у ребенка по видеокурсам или еще чего-то, все-таки стоит уделять внимание, конечно же, и речевому развитию своему, собственной речи, потому что образец для подражания – это основа речевого развития ребенка. Важно придерживаться определенных правил. Первое – это, конечно же, ни в коем случае нельзя сюсюкать. Нельзя говорить лепетным языком и искажать звукопроизношение, подражая речи ребенка. Таким образом, вы не даете ребенку правильный образец произношения речевых звуков и артикуляции. Желательно, чтобы ваша речь, конечно же, всегда была четкой, плавной, грамотной и выразительной. Обращаясь к ребенку или общаясь с ребенком, нельзя перегружать речь труднопроизносимыми словами, непонятными выражениями и оборотами. Фразы в разговоре с ребенком должны быть достаточно простыми. Перед чтением книжки новые незнакомые слова, которые у вас там встречаются, нужно не только объяснить ребенку в доступной пониманию форме, но и проиллюстрировать некоторые, если возникает такая необходимость. В речи, безусловно, стоит задавать конкретные вопросы ребенку. Не торопить с ответом, дать ему подумать. Ребенка нельзя наказывать за ошибки в речи, передразнивать или раздраженно поправлять. Полезно читать детям стихотворные тексты, соответствующие возрасту. То есть все вот эти небольшие рекомендации, конечно же, помогут. Ну а самостоятельно исправлять речь или нет, все-таки стоит обратиться к специалисту и решить это совместно. Если есть возможность, когда родитель может сам поработать с ребенком, любой специалист вам подскажет, как это лучше сделать. Следующее. Как попасть на занятия к логопеду? Ну вот логопедическая помощь, конечно же, оказывается либо районным логопедом в поликлинике, либо логопедом непосредственно в том учреждении, куда ходит ребенок, либо это специалисты при каких-либо организациях. То есть это специалисты с высшим дефектологическим образованием. А вот если вы решили обратиться к логопеду, сначала вам нужно побывать в поликлинике. А вообще, надо ли? Логопед в поликлинике, либо сейчас у нас есть консультационные центры и в городе, и в республике, куда можно обратиться совершенно бесплатно и получить консультацию узкого специалиста, то бишь логопеда или дефектолога. И здесь, конечно же, специалист вам в общих чертах скажет, надо ли вам вообще заниматься с логопедом и есть ли у ребенка какие-либо проблемы. Если есть проблемы, то здесь специалист, конечно же, вас направляет на ПМПК. Не стоит бояться этого, потому что
Сейчас есть постановление, где четко ясно прописано, что ПМПК дает направление для занятий с логопедом в образовательной организации. То есть бояться этого не надо, вы получаете направление и с вашим ребенком прекрасно занимаются в образовательной организации. Если у вас есть потребность в специализированной группе, то также ПМПК помогает вам оформить все документы, сделать направление и направить вас в специализированную группу образовательной организации, где будут заниматься с ребенком. Далее, следующий вопрос. Не ухудшится ли речь моего ребенка в логопедической группе? Ну, нельзя полностью, конечно, исключать вероятность того, что на начальном этапе ребенок начнет подражать кому-либо из детей, но не стоит этого бояться, потому что в специализированной логопедической группе, при каждой группе есть специалист, который работает с детьми непосредственно ежедневно, и в такой ситуации, конечно же, речь не ухудшится. Она будет только улучшаться и становиться гораздо лучше при помощи занятий. Далее. Может ли ребенок преодолеть речевые проблемы, если останется в окружении нормально говорящих сверстников? Да, конечно, возможно. Но нужно понимать, что при такой ситуации речь сверстников должна быть практически идеальной, то есть без каких-либо нарушений. А если ребенок не говорит или имеет сильные речевые нарушения или какие-то проблемы, то есть не выговаривает полалфавита, не может сложить слова в предложение, плохо изъясняется, нарушена дикция и так далее, то, конечно, здесь наша рекомендация только обратиться к специалисту и выяснить причину, и, возможно, вам потребуется помощь уже специалиста, может быть, в самом детском саду, может быть, с переводом в специализированную группу. Далее. Вопросы такого характера возникают очень часто. У ребенка в медицинской карте стоит диагноз ЗРР. Что же это такое? ЗРР – это диагноз, который выставляет уже врач. Это задержка речевого развития. Это означает, что развитие речи у ребенка идет медленнее, чем положено. Это не говорит о том, что у вас у ребенка проблемы с мозговой деятельностью или еще что-то. Но вот физиологически так сложилось, что у ребенка речевое развитие идет медленнее, чем у всех остальных. Это может быть обусловлено чем угодно. Это могут быть наследственные причины, это могут быть частые болезни. Это могут быть, как мы уже говорили, какие-то последствия беременности, родов, первых дней жизни и так далее. Задерживается развитие речи может и в том случае, если ребенок мало разговаривает, если с ребенком мало общаются, не читают, не беседуют, если ребенок предоставлен сам себе. Нужно понимать, что ни радио, ни телевидение, ни гаджеты речь ребенка не развивают. Речь должна быть всегда простой, доступной, и с ребенком нужно общаться. Самое главное – это общение. Если задержка речи обусловлена этими причинами, то, конечно же, здесь какая-то специализированная помощь, да, и вмешательство специалиста вам не требуется. Достаточно просто создать определенные условия, начать общаться с ребенком, беседовать, читать книжки, больше ходить, говорить, задавать вопросов, и речь постепенно станет в норму. Но если задержка речевого развития вызвана какими-то воздействиями, не зависящими, да, от нас, это стрессы, инфекции, травмы и так далее, может быть, какие-то на уровне физиологии, то здесь уже, конечно же, нужна и медицинская, и педагогическая, и дефектологическая помощь. Задержка речевого развития ставится у детей примерно от 2,5 до 3,5 лет. То есть вот после этого уже ставятся более тяжелые диагнозы, поэтому когда у вас есть хотя бы подозрение на такой вот диагноз, нужно идти к специалисту, выяснять причину и работать.
Следующее. Ребенок плохо пишет, читает, что делать. Ну, конечно же, сложное действие – это чтение, которое включает в себя не только технические навыки, но и понимание текста, прочитанного текста ребенком. Для того, чтобы научиться правильно читать, нужно первое – опознавать букву, соотносить ее со звуком, соединять несколько букв в слог, несколько слогов и в слово. Это большие технические операции, которые поглощают практически все внимание ребенка. При этом понимание текста очень затруднено. Подобные проблемы могут возникать и с письмом. И до конца 1 класса, конечно же, нельзя говорить о нарушениях чтения письма. То есть здесь можно говорить только лишь о несформированном навыке. Но если и позже остаются такие стойкие проблемы, то, конечно же, здесь срочно нужно обращаться уже к специалисту, чтобы заниматься и исправлять эти проблемы. Потому что бывает такое, что ребенок не слышит звук, и как бы он ни старался, он не может этого воспроизвести. Естественно, из-за этого возникают проблемы и в чтении, и в письме. Распознать родителям такие проблемы довольно сложно. Это может сделать только специалист после общей диагностики, углубленной диагностики. Поэтому нужно обращать на это внимание. Если вы видите хоть какие-то малейшие звоночки, то, конечно, стоит лучше обратиться к специалисту. Как правильно учить ребенка читать и писать, потому что это частый вопрос, потому что наши родители всегда стремятся вперед. Им очень нужно, чтобы их дети пошли в школу, читали, писали и выполняли буквально задачи. Но это нужно понимать, что в основе любого чтения лежит не буква, а звук. И грамотно научить ребенка читать и писать родители, не имеющие специального образования, не смогут. Прежде чем учить ребенка читать и писать, нужно прекрасно понимать, а умеете ли вы это правильно делать. Очень часто делают ошибку, что прочитай букву, услышь букву. Да нет, ребят, дорогие мои, в основе обучения чтению лежит не буква, а звук. Произношение звука тоже должно быть правильное, грамотное, которое должен воспринимать и знать ребенок для последующего обучения грамотному письму. Очень большая и грубейшая ошибка чаще всего заключается в побуквенном чтении, то есть когда ребенок начинает называть буквы, потом начинает их сливать во что-то. Правильное чтение, изначально это чтение по слогам сразу, пока не будет сформировано беглое чтение. Прежде чем учить ребенка письму, необходимо сформировать и правильный захват письма и захват ручки. Многие дети делают это неправильно. Руки должны лежать на столе и так далее и тому подобное. То есть нужно сформировать определенные навыки у ребенка, прежде чем учить его писать. И самый главный совет любого специалиста – оставьте это грамотным людям, которые этим умеют заниматься и знают, как это все делать. Это одно. Второе. Нужно обращать внимание, что если ребенок левша, то шаблоны для правильного удержания ручки существуют совершенно другие для левшей. Далее. Очень важный вопрос. Ребенок 2 года знает буквы, но никак не научится читать. Уважаемые родители, не спешите. Ребенку недостаточно знать все буквы, чтобы уметь читать. В 2 года у него еще не сформировано то, что необходимо для чтения. Поэтому навык, который формируется для чтения, формируется приблизительно к 4-5 годам. Не спешите, не торопитесь, не перегружайте психику своих детей. Далее, как помочь ребенку, если он забывает, путает и неправильно пишет буквы? Но здесь, конечно же, очень полезны различные игры для пространственных представлений и зрительного восприятия. Ну и, конечно же, обращение к специалисту, который поможет вам и выяснить проблематику таких нарушений и даст какие-то определенные рекомендации, возможно, даже без коррекции.
Может ли у ребенка проявиться заикание? Ну, в принципе, о заикании возникает в период от 2 до 5 лет. Часто родители считают испуг, но на самом деле все дети пугаются всего. Истинная причина вообще любого заикания – это ослабление нервной системы. А вот испуг служит пусковым моментом. Поэтому одна из причин заикания может быть непосильная речевая нагрузка. То есть повторение непонятных трудных слов не по возрасту. Декламация сложных по содержанию, больших по объему стихотворений не по возрасту. Запоминание сказок, рассказов и так далее и тому подобное. То есть все то, что не соответствует возрасту конкретного ребенка. И самое главное, при возникновении каких-либо запинок срочно обращайтесь к психоневрологу, к психотерапевту и к логопеду. Существует мнение, что заикание не лечится. Это неправда. Есть методики, которые помогают лечить. Далее. Вопрос. Логопед проводит с ребенком логопедический массаж. Можем ли мы дома самостоятельно этого делать? Нет. Такой массаж без специальных навыков делать нельзя. Незнание и неумение и неовладение специальными навыками и методиками может только навредить. Поэтому логопедический массаж должен выполнять только специалист, знающий и понимающий свое дело, квалифицированный. Что еще следует отметить? По поводу речи мы уже говорили. Очень часто возникают вопросы, когда можно учить ребенка читать. Уважаемые родители, всегда хочется сказать, успокойте, пожалуйста, свои амбиции и не торопитесь за тенденциями, не спешите. Запомните одно, чтобы ребенок начал читать в соответствии с требованиями, без ошибок, с пониманием текста, у него должны созреть определенные структуры головного мозга. И до 6-7 лет это норма, если ребенок не умеет читать. Это нормально, и не надо спешить. Что еще хочется сказать? Уважаемые родители, на что хотим обратить внимание? Первое. Определите, были ли у вас или ваших близких проблемы с чтением и письмом. Второе. Обратите внимание, есть ли у ребенка трудности в ориентировке в пространстве, путает вправо-лево и так далее. Следите за рисованием, письмом букв. Возможно, он выполняет какие-то зеркальные вещи. Есть сложности ли в запоминании букв, путает ли геометрические фигуры. Перед школой обязательно обратитесь не только к психологу, но и к учителю-логопеду. Желательно, чтобы это был период не перед самой школой, а хотя бы за год, за два, чтобы можно было, если есть проблемы, их исправить. Следите за тем, как ребенок говорит, что он говорит, как он пишет, как он рисует, как он ориентируется. Потому что любой небольшой звоночек должен вас насторожить, чтобы впоследствии у ваших деток не было проблем. Если выявлены какие-то недостатки, если выявлены проблемы в раннем возрасте, то нужно срочно начинать устранение недостатков, потому что вовремя оказанная помощь ребенку логопедом и самими родителями до поступления в школу, конечно же, поможет ребенку учиться без проблем и быть успешным. Ну, а на сегодня я хочу закончить наше мероприятие. Если у вас возникнут какие-то вопросы, если вас интересует что-то, и вы хотели бы услышать какие-то новые интересные темы для вас, прошу, задавайте вопросы. Мы изучим и подготовим специальный выпуск для вас. Спасибо, до свидания.